Двери нового здания Тхорчалской районной больницы распахнулись 29 декабря 2021 года. С тех пор здесь ежедневно принимают пациентов. Уже проведено 3 операции по удалению аппендицита. А 18 января 2022 здесь родился мальчик весом 3600. В медучреждении также созданы условия для прохождения реабилитации постковидных пациентов. Эта женщина заболела COVID-19 месяц назад. Поражение легких было почти 70%. В течение болезни усложнила и астма. Сейчас самое страшное позади. В данный момент она восстанавливает силы после перенесенной болезни и готовится к выписке. На сегодняшний день я уже нормально собираюсь домой долечиваться. И все, большое вам огромное спасибо. Надеюсь, даже, наверное, я в Москве на учете по астме, и то там со мной консультировали, сказали, какой врач хороший. Какое поражение у вас было? У меня было где-то сейчас 60%, да. Очень большое. Мне легкие сильные. У меня же астма еще. И сразу легкие схватило. Дышать было трудно. 60-65 было поражение, но на сегодняшний день сатурация уже 99, легче. без кислорода. Мы уже, Да, я уже без на 3, концентратора наверное, находимся, она активизирована. уже лучше намного. Я сама могу дышать, слава богу. Теперь дома долечилась, бы больше ничего не хочу. Столько врач хорошего сделала, я столько пролежала в красной зоне. Она всех так спасала, день и ночь не выходила. Если бы не она, я, наверное, вообще уже не выжила. Тхорчалская ЦРБ рассчитана на 100 коек. В отделениях хирургии и терапии по 20 койко-мест. В детском отделении и гинекологии по 15. В инфекционном отделении 25 койко-мест. В реанимации 5. В терапевтическом отделении были уже стационированы 10 пациентов, из них 6 выписаны и 4 находятся на стационарном лечении. Поликлиника работает в штатном режиме, принимают специалисты, терапевты, неврологи, хирурги, эндокринолог, всю необходимую помощь получают. А также у нас в поликлинике УЗИ-аппарат, доктор, который вчера на приеме на УЗИ-обследовании были более 25 пациентов. Планируется открыть кабинет эндоскопии, фиброгастроскоп, который будет установлен. И наши пациенты будут проходить обследование фиброгастроскопию, не выезжая за пределы города. В реанимационном отделении больницы сейчас одна пациентка, которая проходит здесь реабилитацию после ковида. По словам медиков, и в этом случае самое страшное позади. Сейчас она восстанавливается под присмотром реаниматолога Ринеля Кобалия, который после дежурства в Гудаутском ковидном госпитале практически на днях вернулся в родную Тхорчалскую районную больницу. Периодически нуждается подача кислорода и тренировку на аппарате, на ИВЛ. После 5-дневных занятий с больным сатурация поднимается, гемодинамика стабильная, больная стала активнее. Упражнения, которые нами заданы, она исполняет это все. И на данном ситуации гемодинамика идет на лучшую сторону. Помогаем друг другу по ковиду. А в данном ситуации тут один нахожусь и фактически 24 часа курирую за этим больным. Уже 4 сутки вообще не выходя с больницы, здесь нахожусь. В Тхорчалской ЦРБ принимают пациентов эндокринологи, гинекологи, терапевты, стоматологи. И открыт кабинет офтальмолога, который оснащен новейшим оборудованием. Аппарат с манипулятором, офтальмологический УФАС для проведения магнитотерапии, для лечения косоглазия. То есть наши детки не будут выезжать за пределы, а будут тут на месте проходить обследование и лечение. Доктор Конджария Мири Викторовна, которая приняла большое участие в заказе этого оборудования, и все по заказу к нам прибыло. Теперь остается только принимать и работать. В больнице ощущается нехватка педиатров и врачей на станции скорой помощи. Детское отделение, оно не укомплектовано, так как нет врача-педиатра, соответственно, среднего и младшего медперсонала мы не можем набрать, пока не будет доктора. Министр здравоохранения над этим работает, и я думаю, что вскоре эти проблемы будут решены. Работать в таких условиях, по словам медперсонала, очень комфортно и приятно. Сейчас
такие условия замечательные. У нас сейчас новые корпуса открыли же. В общем-то, работать и работать. Тепло, светло, как говорится. Хотелось бы поблагодарить руководство страны, главу администрации, министра здравоохранения за предоставленные комфортные условия для работы и для пациентов, которые могут прийти к нам в нашу ЦРБ и пройти обследование по тем или иным направлениям. Это рентгенографии, УЗИ-обследования, общеклинические биохимические анализы, а также стационирование в терапевтическое, хирургическое отделение и акушер-гинекологии. Врачи Тхварчалской ЦРБ, как и другие медики в стране, часто посещают красную зону, лечат и спасают пациентов от COVID-19. А если говорить о эпидситуации в районе, то, по словам медиков, она стабильная. Но рост больных за последнее время все же наблюдается. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.